Брат, я могу тебя кое-что попросить. Мне недавно операцию сделали. Врач запретил пользоваться телефоном. Не мог бы смс-ку мне прочитать? От кого оно? Не могли бы вы прочитать? Где твои родители? Мой отец, он в Идлибе. Хорошо, я понял. А что случилось? Да нет, ты не переживай, это простой СМС. Просто с семьей связано, поэтому я спросил тебя. Что-то связанное с социальными пособиями, ты не переживай. Давай сядем, чай выпьем. Давай, пойдем, сядем здесь. А какая разница, это же СМС. Ты пойдем, я тебе объясню. Давай, пойдем. Там проблема какая-то? Пойдем, я объясню. Если какая-то проблема, скажи мне, пожалуйста. Ты не голоден случайно? Нет, спасибо, я не голоден. Давай тогда чай выпьем. А что там с СМС, скажи, пожалуйста. Если какая-то проблема, скажи мне, я не могу связаться с отцом. Я ему звоню с утра, он не берет. Это из-за того, что он за границей, там, понимаешь, бывают некоторые неполадки со связями. И сам понимаешь, не всегда получается ответить. Где ты живешь? Я здесь, неподалеку. Какая-то плохая новость, да? Ты просто не хочешь мне говорить. Нет, ты не переживай, хорошо? А твои родители, твоя мама, она здесь? Нет, она в старом городе. Только отец там получается. А с кем ты живешь? Я живу в общежитии. Я студент. Скажи, пожалуйста. Нет, ты не переживай, брат. Скажи, я же понимаю, что-то не так. А ты сейчас к кому пойдешь? Я собирался в родной город. Хорошо, брат мой. Скажи мне свой номер. Зачем? Я просто тоже здесь работаю. Хотя бы поможем друг другу, чем сможем. Если тебе вдруг нужна будет моя помощь, я тебе помогу. Ты скажи свой номер. Как давно твой отец там? Он туда давно уехал? Но мы разговаривали раз-два дня. Но уже несколько дней я не могу до него дозвониться. А ты пытался дозвониться? Да, он должен был отправить мне деньги из-за моей операции. Скажи, брат, пожалуйста, скажи. С ним случилось, да, что-то? Я не знаю, как тебе сказать, брат мой. Просто здесь пишут, что твой отец пал шахидом. Успокойся, пожалуйста, успокойся. Брат, как?